Гумбулдыр, Хизепле, Ханазем, Хахла, Юлдашсем. Добрый вечер, уважаемые чебоксарцы и гости столицы. Сегодня с главной сцены Чувашии мы продолжаем славить нашу любимую республику и поздравлять ее с днем рождения. Сегодня мы распахиваем объятия для всех гостей, которые приехали на наш славный праздник. Участников 26-го Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России», а также мы приветствуем участников 16-го Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Здравствуйте! С праздником! И сейчас на этой сцене сводный детский хор Чувашии под руководством главного хормейстера, заслуженного работника культуры Чувашской республики Александры Васильевой и Чувашская государственная академическая симфоническая капелла под управлением народного артиста Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств России и Чувашии, профессора Мариса Яклашкина. Для вас подготовлена уникальная концертная программа, которая начинается с гимна Чувашской республики. Музыка Германа Лебедева, слова Ильи Тукташа. Начинается Родина. Музыка Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского. Соседнем дворе.
хор Чувашской республики создан по инициативе главы республики Михаила Игнатьева как постоянно действующий коллектив, принимающий участие в республиканских торжественных мероприятиях. Хор состоит из более 1000 талантливых детей от 9 до 14 лет из всех районов и городов республики. Звучит песня «Три. Жаворонок». Музыка Филиппа Лукина, слова Ивана Малгая. Перевод Николая Евстафьева. Таланзимер, Талзире, спасибо, родные. Чувашская народная песня в обработке Аверия Токарева, слова Василия Давыдова на 3. детского хора России и в сопровождении Чувашской государственной академической капеллы выступил
выступил с праздничным концертом у монумента матери. Те, кто видел это выступление, помнят, как дети мужественно выступали под проливным дождем. Тогда в состав хора входили представители из 32 субъектов Российской Федерации общим числом более 400 человек из Чеченской Республики, Амурской, Архангельской, Ивановской, Псковской, Ярославской, Московской, Тюменской, Томской областей, Краснодарского, Ставропольского края и других регионов нашей страны. «Дорога добра». Музыка Марка Минкова, слова Юрия Энтина. Спасибо жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, идти за солнцем следом, хоть этот путь неведом, идти вокруг всегда, идти дорогой добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди вокруг всегда, иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты, и ключ, когда судьба ведет тебя не как сестра, но если строго, не уповай на чудо, иди вокруг всегда, иди дорогою добра. Но если строго, не уповай на чудо, иди вокруг всегда, иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, и забывай, что это жизнь не детская игра, ты прочь гони соблазны, пусть свой закон негласный, иди вокруг всегда, иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, пусть свой закон негласный, иди вокруг всегда, иди дорогою добра. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди вокруг всегда, иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди вокруг всегда, иди дорогою добра. В прошлом году дети из регионов России проживали в детских оздоровительных лагерях республики. И в этом году было принято решение создать свою хоровую смену. В этом году в лагере «Солнышко» открылась такая смена, где поправляют свое здоровье детки из всех районов и городов нашей республики. На протяжении всей хоровой смены на репетиции к ним приезжали ведущие преподаватели хоровых дисциплин. В лагере была насыщенная программа, это познавательное и спортивное мероприятие, а также к ним с концертной программой приезжал творческий коллектив из Болгарии «Болгарский огонь». Вместе весело шагать. Музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Матусовского. Если весело шагать по просторам, по просторам, по просторам, и, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Спой-ка с нами перепелка, перепелочка.
16 ребят хора «Соловушки» Чебоксарской детской музыкальной школы номер 5 имени Федора Лукина. Руководитель, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Александра Николаевна Васильева. Ребята проявили все свои умения, таланты, ответственность и исполнительский опыт, чтобы достойно представить свою республику. Уже в январе 2014 года они выступили на сцене Мариинского театра в городе Санкт-Петербург, а в феврале на закрытии зимней Олимпиады в Сочи, а в июне на праздновании Дня России в Крыму. Дважды ребята пели в составе детского сводного хора на сцене Государственного Кремлевского дворца. В августе 2017 года солисты группы Сбитнев Евгений и Чепрасова Юлия стали победителями конкурса в Международном детском центре «Артек» и вошли в число 19 лучших солистов детского хора России, представивших 65 регионов России. «Катюша» – музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского. «Летите, голуби». Музыка Исаака Дунаевского, слова Михаила Матусовского.
Дворянский хор Чувашии является активным участником празднования Дня славянской письменности и культуры 24 мая на Красной площади в городе Чебоксары. В этом году было принято решение присоединиться к детскому хору и народные хоры ветеранов Чебоксарского района, городов Чебоксары и Новочебоксарска. В следующем году в этот состав планируется включить студенческие и школьные коллективы республики. «Улица мира». Музыка Александры Бахмутовой, слова Николая Добронравова. Музыка Михаила Глинки, слова Сергея Городницкого. Thank you.
праву заслуженные овации. Для поздравления с государственным праздником Чувашской Республики, Днем Республики, на сцену приглашаются глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев, Председатель Государственного совета Чувашской Республики Валерий Николаевич Филимонов, главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Семенович Федоров, депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Алена Игоревна Аршинова и Леонид Ильич Черкесов. Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии. Предоставляется главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Давдабуш, Ирыгон, Хизепля, Шиннамрзем, Хакла, Ханазем, Хакларанда, Хакла, Юратна, Пирен, Чувашской Республики, Азизем. Чанагах Тайбер, Паян, Чувашской Республики, Кунер Теретбер, Ирхине, Пушлармар, Красноармейский районче, Чавашлагалазан, Трагенинче, Пидину Майхалах, Саванаще, Юрлаще, Ташлаще, Шагал-Шагал, Калажаще, Маалла, Мэлле, Бурнужа, Лаяхлада, Сибирги, Шутлаще. Халебер, Шубашкарда, Иртеретбер, Терледесле, Вейла, Хитре, мероприятие Ирен, Хаклажезем, Мэлле, Вейла, Юрзе, Юрлазабаджеш. Волгалать Мэнберги, Волгалать Шавна, Вазем, Ашамарсене Юрадаше, Шержива, Россия Федерация Юрадаше, Чаваш Черне Юраца, Малалла экономикана Адаландарза, Чон-Чон, патриот Пулашан. Шамбада Сирия Бурнеде, уя я тебе саламладып, ырлых сыллых, телей, оныжу, Юраду сунадып. Давдабуш, добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши гости, дорогие наши дети, папы, мамы, наши дорогие ветераны. Сегодня мы отмечаем государственный праздник День Республики. Наши традиции сложились, чтобы ежегодно не только в городе, в столице нашей республики отмечать данный государственный праздник. Ежегодно мы отмечаем этот праздник еще в одном из муниципальных образований. Сегодня мы начали этот праздник с Красноармейского района. Продолжаются там мероприятия, такие мощные, масштабные, проводятся. И сегодня, сейчас мы начали эти мероприятия проводить еще со вчерашнего дня в городе Чебоксары. Это говорит о чем? Это говорит о том, что наш народ, жители Чувашии, гости хотят общаться, хотят сплачиваться в нашей любимой Российской Федерации. Россия сильна регионами. Вот когда еще наши дети, имея патриотические чувства от воспитания, от своих знаний, хотят еще лучше сплотиться и заниматься перспективными вопросами развития и экономики, и культурной жизни. Это очень значимо для нас. Поэтому выражаю слова благодарности нашим родителям, нашим дорогим ветеранам за те ценности, которые вы передали молодому поколению. А мы, уже работая в органах власти, ничего не хотим потерять, растерять процессы глобализации, а хотим дальше все это развивая, продолжать. Эти ценности, конечно, очень значимы. Это духовно-нравственные ценности, чтобы наши дети любили своих родителей, уважительно относились к старшему поколению. И вот когда республика в экономике развивается, качество жизни улучшается, и в сфере медицины, в сфере образования благоустраиваются дворовые территории, строим дороги, и с каждым годом облик региона Чувашская Республика улучшается. Тем самым мы создаем еще дополнительные возможности для самореализации молодежи. А когда люди собираются на эти праздничные мероприятия, плясками, песнями еще лучше сплачивают, имеют духовную, сильную, мощную силу. И вот пример – это наши детишки. Поэтому, когда все это так красочно происходит, наши сердца,
наполняются радостью. Спасибо вам за это! Успехов, удачи, любви, мира и согласия! С праздником, дорогие друзья! Когда мы вместе, мы непобедимы! Да здравствует Россия! Да здравствует Чувашия! Распоряжением главы Чувашской Республики свидетельство о присуждении гранта главы Чувашской Республики для реализации в 2019 году творческих проектов профессиональных коллективов Чувашской Республики в размере 2 миллионов 800 тысяч рублей вручается бюджетному учреждению Чувашской Республики Чувашский государственный художественный музей на реализацию проекта «Точка сбора. Ателье современного искусства. Стартап Центра современного искусства Чувашского государственного художественного музея». Директор Козлов Геннадий Васильевич. Поздравляем! Свидетельство о присуждении гранта главы Чувашской Республики вручается бюджетному учреждению Чувашской Республики Чувашская государственная академическая симфоническая капелла на реализацию проекта «Симфоническая музыка Чувашии. Вехи истории». Цикл концертов симфонической музыки. Исполняющий обязанности директора Иванов Василий Петрович. Свидетельство вручается автономному учреждению Чувашской Республики Государственный ордена Знак почета Русский драматический театр на реализацию проекта «Постановка пьесы «Учитель танцев» Лопе де Вега» в инсценировке Николая Коляды. Директор Ермолаева Светлана Михайловна. И еще одна важная награда. Диплом победителя Гран-при 16-го Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» вручается мастеру декоративно-прикладного искусства по узорному ткачеству из Республики Коми Сурниной Евгении Андреевне. Праздничный комплект с женским поясом и ощепием головной повязкой выполнен в традициях южных районов Республики Коми в старинной технике узорного тканья. Сейчас автор демонстрирует свою работу почетным гостям, присутствующим на нашем празднике. И, конечно, вам, девочки, вручается главный приз, гран-при 16-го Всероссийского фестиваля «Русь мастеровая». На имя главы Чувашии и чувашского народа поступают официальные поздравления с Днем Республики. Поздравления адресовали председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Крепкого здоровья, благополучия, процветания и новых достижений жителям республики пожелал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Поздравления прислали чрезвычайный полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Олег Исаев. Поздравления прислали руководители регионов России, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Пензенской области Иван Белозеров, губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Республики Тыва Караол Шолбан Валерьевич и временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин и другие. Похоже, во всех уголках мира знают о том, что Республика Чувашия отмечает свой день рождения. А сейчас позвольте зачитать приветствие министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России» и конкурса «Русь мастеровая». Дух единения и взаимопонимания, зародившийся более четверти века назад, позволил нашему форуму вырасти из мероприятий республиканского масштаба до заметного события в культурной жизни всей России. За минувшее время он обрел замечательные традиции, снискал заслуженно высокий авторитет
не только в нашей стране, но и за рубежом. Искренне желаю вам хорошего настроения, успехов и всего самого доброго. Ну а прямо сейчас слово предоставляется главному федеральному инспектору по Чувашской республике Геннадию Семеновичу Федорову. Уважаемые жители Чувашской республики, дорогие чебоксарцы и гости столицы, позвольте огласить текст поздравления полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича по случаю Дня Чувашской республики. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Республики. Праздник, который вы отмечаете, символизирует силу нашей великой России в единстве всех составляющих ее регионов. Чувашия, важная и неотъемлемая часть большой страны, вносит значительный вклад в экономику, науку, культуру, развитие общественных институтов, сохраняя уважение к истории и верность народным традициям. Таланты и трудолюбие, целеустремленность и горячая любовь жителей к родному краю является залогом процветания этой благодатной земли. Сегодня республика добивается успехов в развитии инновационного потенциала. Открываются новые промышленные производства. Чувашия входит в десятку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Большое внимание Чувашии уделяется подрастающему поколению. Открываются детские сады, школы. В республике заботятся о духовном развитии молодежи, о воспитании в юношах и девушках любви к своей родине, великой России. Активно развивается добровольческое движение, поддерживаются молодежные инициативы. В мире и гармонии живут в Чувашии люди разных национальностей и вероисповеданий, что является одним из условий успешного развития региона. От всей души поздравляю жителей Чувашии с Днем Республики, желаю мира и благополучия, новых достижений и успехов на благо Отечества. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Уважаемые друзья, позвольте присоединиться к поздравлению полномочного представителя. Пожелать еще раз вам успехов, с праздником, добра и благополучия. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется председателю Государственного совета Чувашской республики Валерию Николаевичу Филимонову. Уважаемые жители республики, гости республики, от имени Государственного совета Чувашской республики поздравляю вас с главным праздником Чувашской республики с Днем Республики. Этот праздник символизирует национальное самоопределение, единство представителей разных национальностей и конфессий в мире и согласии живущих на чувашской земле. Сегодня Чувашия уверенно продвигается по пути преобразования, решая амбициозные цели и задачи. В республике увеличивается количество высокотехнологических производств, реализуются инвестиционные проекты, активно развивается аграрный сектор, модернизируются учреждения, системы сферы обслуживания и социальной сферы. Конечно же, появляются новые рабочие места. Мы в этот праздник и всегда гордимся нашими земляками, которые сделали яркие страницы в истории и летописи и Чувашии, и Российской Федерации, и в целом России. Жители республики, опираясь на богатые и духовные, и культурные, и народные традиции, черпая силы в любви к родной земле, созидательным трудом способствует укреплению могущества нашей страны. Уверен, общими усилиями мы сможем сохранить и стабильность, и мир, и согласие на нашей земле. Дорогие друзья, желаю вам доброго здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях во имя процветания нашей любимой республики. С праздником, друзья!
Слово предоставляется Преосвященнейшему Игнатию, епископу Мариинско-Посадскому, викарию Чебоксарской епархии. Хаклаингиш всем, дорогие друзья и дорогие наши гости. От имени главы Чувашской митрополии, Высокопреосвященнейшего Владыки Варнавы, я тоже сердечно поздравляю вас всех Днем Республики и присоединяюсь всем тем добрым и благим пожеланиям, которые сегодня звучали в ваш адрес. И так как сегодня для нашей республики значимый и праздничный день, я хочу вам открыть один секрет. Как говорят, когда Господь Бог, Творец мира всего, распределял земли, представители нашего народа, чуваши, по каким-то причинам опоздали. Я не знаю, история об этом умалчивает, но, может быть, в поле были, может быть, там долго возились с лаптями, но факт, опоздали. И когда пришли к Господу Богу, оказывается, не осталось территории для нас, для чуваш. Там должны жить, будут жить татары, там грузины, а вон там арабы. И Господь Бог говорит чувашам, что ради вашего трудолюбия и скромности я вам дам территорию, которую оставил для себя. И эта территория, и эта земля называется Чувашьен Чувашия. Дорогие друзья, мы с вами действительно живем на благословленной Господом Богом земле. И город наш, Чебоксары, вообще богоспасаемый град. И поэтому здесь нужно жить только в мире и согласии. И разговаривать исключительно на языке любви. Иногда бывает, что недруги наши хотят поссорить нас, сеять вражду между нами, но не нужно обращать на это внимание. Для того, чтобы сохранить и своей душе мир, и в республике, в стране в целом, нужно быть мудрее и выше этого. Поэтому всем вам желаю Божьей помощи и благословения. Хаклаингишсем, Сирия Курсарада, Паянхигон, Чундан Черерен, Тулейка Молдану Явья тебе саламладов, Телейбе Нешусунадов, Туру Булштар, Яланах, Пирмбе Пролебулдар. Уважаемый Михаил Васильевич, уважаемые гости, мы вас благодарим за слова поздравления и просим занять ваши почетные места под аплодисменты зрителей. Спасибо, с праздником! И я думаю, после таких поздравлений и притч о чувашской земле, я думаю, мы еще больше будем любить нашу Родину. Ну а сейчас, когда на главной сцене республики сводный детский хор Чувашии, когда рядом столько вдохновленных лиц, горожан нашей республики, я думаю, самое время нам вместе исполнить песню, которую мы знаем точно, наверняка. Причем знаем ее с самого детства. Если кто-то забыл слова, можно воспользоваться подсказкой на экране. Но сейчас давайте все вместе, всем миром, дружно мы исполним песню «Пусть всегда будет солнце». Всегда будет солнце.
Слышишь, солдат, люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо летят, губы упрямо летят. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Этот сводный хор способен на многое, не только исполнить наши любимые песни. Этот сводный хор способен выстоять под дождем, под жарким солнцем и под золотым дождем. Но мы всегда готовы подарить им самые сердечные аплодисменты. Эти дети заслуживают ваших аплодисментов. Еще раз сводный хор Чуваши и народный артист России Борис Еглашкин. И, конечно же, вы, дорогие друзья, аплодисменты всем! С праздником! Мы провожаем наших деток. Конечно, аплодисменты не смолкают. Спасибо этим мужественным детям. Причем, мне кажется,